Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия поздравляет с летним традиционным праздником Эсэх, который в этом году посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы продолжаем музейный проект «Победа. Новый эпос», в котором рассматриваем произведения в необычном ракурсе. И сегодня мы поговорим с вами о двух картинах. Первое полотно посвящено празднику Эсэх, называется «Эсэх для Йохельсона». Вторая картина «Братья» посвящена героям Великой Отечественной войне. Автор картин Эдуард Васильев, народный художник Якутии, лауреат Государственной премии РСФСР в области искусства, заслуженный художник Российской Федерации. Не случайно наш выбор пал именно на эти композиции. В проекте «Победа. Новый эпос» мы анализируем произведения искусства, сопоставляя и сравнивая картины на сюжеты народной культуры и композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Полотна Эдуарда Васильева объединяет то, что художник берет за основу подлинную фотографию. Сюжеты сохраняют конкретный, правдивый облик, но вместе с тем приобретают потустороннее значение, лежащее за пределами повседневной, бытовой, рационально постижимой системы ценностей. Поэзия якутского праздника, пронзительная боль утраты близкого человека сохранена в памяти потомков в фотографиях. Именно на фотодокументы опираются композиции Эдуарда Васильева, привлекая особой духовной содержательностью. Так, глубокими размышлениями и личностными переживаниями автора о прошлом наполнено произведение «Братья». Созданные на холсте текстуры подготовительного рисунка развивают тему времени, памяти. Незавершенность живописного произведения проводит аналогию с тем, что жизнь молодого человека была прервана во время войны. Понимание роли, цвета, рисунка, формы совмещены с уникальной способностью передавать суть личности, делают произведение Васильева не только точным отображением фотодокумента, но и отражают внутреннюю истинную сущность человека, которого он рисует. Та же правда, правда факта, положена в основу картины «Эсэх для Йохельсона». За основу взята известная фотография этнографа Владимира Йохельсона, снятая им в Чурапче в начале мая 1902 года. Известно, что выдающийся исследователь, бывший политически ссыльный, Йохельсон был руководителем сибирской части американской Джузепповской экспедиции в Якутии в 1900-1902 годах. Масштабное полотно на историко-этнографическую тему привлекает атмосферой одухотворенной сосредоточенности. Это своеобразный мир в себе. Таковы образы участников ритуала. Главная отличительная черта произведения заключается в тщательной, тонкой, технической прорисовке деталей сцен, объектов, предметов праздника. Это позволяет максимально погрузить зрителя в изображение. Композиция составлена так, что возникает ощущение макропространства. Взгляд зрителя буквально ныряет в пространство праздника, сознание полностью погружается в сюжет картины. Искусство Эдуарда Васильева – это концептуальное искусство с новым пониманием национальной эстетики традиционного праздника, в котором мы видим архетипы коллективного опыта народного творчества. Эдуард Иосифович, я знаю, что очень много лет, более 20 лет, вы работали над замыслом картины. Вот как шел процесс? Возможно, вы, может быть, вначале думали ввести цвет, да? Или, может быть, взять какую-то натуру и работать с натурой, да? Были такие сомнения, вопросы? Вот творческий процесс как шел?
Да, ну, я считаю, что так долго работал, потому что замысел у меня возник, как только я увидел в журнале «Илин» вот эту фотографию. Это вот наши искусствоведы Ивановы, Зинель Ивановна, Владимир Харлампьевич, они ездили в Америку, и вот эту фотографию они нашли в музее естественной истории в городе Нью-Йорк и опубликовали. И почему-то меня вот это сразу затронуло, ну как сказать, и мне захотелось вот над этим работать. Вот. Но были очень большие сомнения, и поэтому вот я даже хотел отставить эту затею. Вот, поэтому вот так долго эта работа шла. И, ну, это такая фотография, это такое, ну, событие, что ли, когда вот такой интерес к этнографии, такой вот какой-то гуманитарный даже, может быть, подъем того времени, начала 20 века. И вот это очень меня как вдохновляло, да. И вот поэтому так долго. Но сомнения были, потому что я думал, что могу предстать в виде фотоувеличителя, что ли, увеличить фотографию. Но это не живопись. А вот насчет того, что почему не в цвете, я, как сказать, очень хотел быть правдивым. И если бы я там выдумал цвет какой-то, это была бы неправда. И у меня натурных работ не было, вот, подходящих, чтобы под цвет я мог сделать в цвете. И поэтому, конечно, я лучше решил сделать гризаль. И потом вот я вспоминал, я очень люблю нашего великого художника Ивана Васильевича Попова. И вот я вспоминал, как он сделал шамана, гризаль, и подумал, что гризаль это тоже живопись. Но действительно, это удивительное, мощное, масштабное полотно, оно так воздействует на зрителя. Зритель буквально как бы попадает в пространство праздника, шагает внутрь вот этого макропространства картины, но одновременно есть какая-то как бы грань, он все равно остается свидетелем, как, наверное, сам Владимир Юхельсон, он же был свидетелем, а не участником, да, вот этого сакрального действия. Ну и, конечно, вот на самом деле это же целая серия очень интересных, ценных фотографий была сделана Владимиром Юхельсоном. Но ваш выбор пал именно вот на эту композицию. Вот на мой взгляд, потому что там вы увидели какой-то культурный код, семантический ключ именно к празднику, эсэху, как торжественно, как вдумчиво ведется эта церемония. То есть люди буквально через себя проносят вот этот сакральные, священные действия. Не как возможен, да, вот в наши дни это прежде всего такой радостный праздник, да, и уже вот эта сакральность ритуала, она немножко исчезает, да, а вот здесь вот это есть присутствие. И мне кажется, благодаря именно масштабу картины и благодаря тому, что вы, как прекрасный живописец, как бы пластически оживили вот этих героев фотографий, да, они обрели какую-то такую внутреннее такое духовное состояние в этой картине. Фотография все-таки это достаточно плоское такое изображение, да? А живописное за счет пластики, мазка, особого нанесения вот, красочного слоя, где-то прозрачного, где-то фактурного, оно придает изображению пространственность и как бы заново оживляет вот этих персонажей. Эдуард Иосифович, я прекрасно знаю ваше творчество и всегда отмечала, что во многих картинах у вас звучит прямо как бы акцент на дату. Да? Ну, знаменитая картина «Анимпадис Сафронов с отцом», да, 1907 год. В этом произведении эссе для Юхельсона 1902
второй год вы пишете. Почему-то во многих произведениях вы указываете год. Ну, например, «Хамовники» Сокольников у Толстого, да, 1898 год, Да, 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 или «Дети 30-х». Вот. И даже вот эти бамовцы у меня тоже даты Да. указаны. То есть этим вы хотите подтвердить, что это правда факта, да, для вас важна? Творческая кредо это ваше или что? Ну, видимо, вот я об этом не задумывался, но я сейчас подумал, что, видимо, вот к этой документальной картине я шел всю жизнь. Да. Потому что как это, то, что я везде указывал даты, это именно говорит о документализме. О том, что это событие действительное, это не выдумка, это не миф, не сказка. Вообще вот к исторической картине у меня подход, видимо, немножко своеобразный. Не так, как вот принято делать исторические картины, освещать какие-то события. Поэтому, вот, видимо, получается так, что вот обязательно указываются даты. Ну, я тоже думаю, что действительно вы удивительно постоянный художник. Вот начиная с первых таких крупных произведений, 70-е годы это были, да, ну, 1975, например, первое крупное произведение датируется. И вот по сей день вы как бы наметили свою линию такую творческую, свой узнаваемый почерк, потому что на выставке всегда работа Эдуарда Васильева, она видна, она выделяется своим пластическим языком, таким вот особым документализмом. И вот я так с вами абсолютно согласна, что вы как бы не изменяя себе, все равно вот пришли в результате, да, вот к такому масштабному полотну, как картина «Эсэх для Юхельсона». Эдуард Иосифович, вот что вы хотели сказать этой картиной нам, современным людям? Дело в том, что я так думаю, что люди, мы люди, вообще не меняемся. Вот эти вот люди, это такие же люди, как мы. И это такая же реальность, вот какая сейчас, вот, в которой мы существуем. И вот такое отношение к историческим каким-то, и вообще вот во всех моих картинах такое отношение к тому, что это люди, это на самом деле все было. Вот это двигало, наверное, мной, когда я работал. Вот эта фотография, она вызывает очень много мыслей. Я, например, даже задумался о том, что какое-то холодное дыхание капитализма дошло и до Якутии в это время. Это было начало века, когда вот произошла революция 5-го года, там русско-японская война, там Первая мировая война вскоре произошла, февральская революция. Это вот кризис какой-то. И вот это, наверное, даже несмотря на отдаленность, это вот как-то отразилось на жизни бедных якутов, наших предков. Мне так кажется. И с другой стороны, меня очень, как сказать, интересует вот театральность вот этого события. И то, что вот расцвет якутского театра, мне кажется, очень связан с этим вот, с духом нашего народа якутского, который вот готов, как сказать, устроить в театре своей жизни. Это же вот имитация Эсэха, не настоящий, а все сделано, народ на это пошел. Вот такие вот мысли очень сложные возникают, когда смотришь на эту фотографию и думаешь вот об этом времени, об этих людях. И вот поэтому мне было интересно, мне хотелось эту картину делать. Но вот, несмотря на сомнения, я ее все-таки завершил. Поэтому. Потому что это очень много в себе несет какого-то содержания, какой-то образы. Вот. Мне всегда хочется как-то вот создать свой образ того, что было, вот, когда я задумываю картину. Вот, образ того времени, тех людей, вот, того места, что ли. Образ какой-то, вот, не просто документально, хотя вот я именно говорю, что документализм не просто документально, а вот какой-то художественный образ
в душе возникает. Поэтому я делаю картину. В этой картине удивительным образом люди начала 20 века, они как бы под вашей кистью оживают. Каждый персонаж как бы пропущен через вас. Как только, наверное, художник может пропустить судьбу человека, характер его ценности. И очень важно, мне кажется, что в целом, во всем масштабе этой картины мы видим духовные основы, духовные ценности народа. Вот как выстроились девочки, 8 девочек, и держат эти чудесные сосуды, прекрасные кумысные кубки чуроны, как стоят юноши. И, кстати, даже тут есть такой вот культурный код, если обратить внимание, девочек 8, юношей 7. Здесь стоит алгыс-щит с ритуальной ложкой, да? И в центре композиции мы видим тюсюльге, это березки, это кумысное ведро. И люди стоят в таком вот как бы священном предстоянии. И несмотря на то, что действительно это была постановка праздника Эсэх, а Эсэх проходит 22 июня, а здесь вот май, и чувствуется, что вот еще холодное дыхание такое, да, якутской природы, еще не совсем позеленела трава, да, и Нет, конечно, еще лед почки стоял на еще реке. не распустились на деревьях. И вы правы абсолютно, Владимир Юхельсон почему попросил? Он же мог остаться, но он торопился в Якутск уехать до вскрытия реки Елены, да? И поэтому глава Батурусского улуса, он понимал, да, значимость, во-первых, исследования этнографического, понимал, что абсолютно вы правы, в начале 20 века жизнь менялась, устои менялись, традиции исчезали, да, и вот этот пласт материально-духовной культуры народов, он менялся и мог исчезнуть. Он как бы предвидели, они были предвестниками того, что в Якутии будут большие изменения в будущем. И зафиксировали для нас, для потомков, вот это богатство культурное, этот удивительный феномен, праздник Кумысапития, Эсэх. И мы, уже являясь как бы современными людьми, прикасаемся вот к этим традициям, к этому удивительному духовному такому единению людей на этом празднике. Вообще это время было, когда серебряный век в литературе в российской был, и в живописи много было художников интересных в это время в России. Вообще перед грозой, что ли, может быть, вот перед Первой мировой войной были поэзия очень была интересная, там Есенин, Маяковский и так далее. В общем, время было очень интересное. Да, и это удивительно, что этнография таким как бы мощно очень повернулась к народам Сибири, да, с таким интересом и, можно сказать, энтузиазмом, да, священным, каким-то удивительным энтузиазмом изучали народы Сибири, якутский материал, да, материально-духовную культуру, которую сейчас мы изучаем, опираясь на эти труды. Конечно, мы большую благодарность испытываем, когда видим эти фотографии, когда приходим в музеи Нью-Йорка, в музеи Европы и видим сохраненные с такой любовью предметы материальной культуры народов Якутии. Это просто удивительное явление, этнография рубежа 19-20 века. Энтузиасты работали, да? Абсолютно посвящали себя изучению культуры других этносов. Да, да, да. Это такая удивительная миссия, наверное, да, человека. Ну, благодаря этому такой этих людей знают, большой, такая любовь. помнят, да, и мы вот только... Какая-то гуманизация какая-то. Да, да, глубокую благодарность используем. Эдуард Иосифович, расскажите про замысел картины «Братья». Кто там изображен? Здесь изображен мой отец со своим братом. Ну, мой отец умер в 1952 году, я родился в 1943 году, и поэтому
Ну, я дитя войны, и вот эта война меня коснулась, наверное, очень близко, потому что вот и брат моего отца погиб, а сохранилась фотография, на которой написана дата, когда они снимались, 28 июля 1941 года. Это значит, мой отец был работником НКВД, и он как бы представлял государство. А его братишка младший, окончивший школу, ему там исполнилось то ли 19, то ли 20 лет. И в самом начале войны он, значит, добровольцем ушел на фронт. И вот перед отъездом они сфотографировались на прощание. И он погиб, брат моего отца. Вот. Воевал где-то там в районе Вышнего Волочка, писал, письма сохранились некоторые, потом, значит, он в госпитале умер под Москвой. Долго болел после ранения и умер. А отец работал в НКВД, значит, и в 1952 году он умер молодым. На полотне есть незакрытые места, открытый холст, да, и есть ощущение незавершенности картины. Это специальный такой ход, да, художественный? В общем, вначале я этого не собирался делать, но потом мне Прокопьев Семен сказал, что ведь можно и на такой стадии завершать. И я действительно подумал, так будет лучше, потому что это время унесло их, они как бы превратились в призрак, и вот осталась память. И поэтому вот эта незавершенность, она дает ощущение вот этой призрачности. Хотя это были, конечно, реальные люди, но вот они, Вот для время меня, их унесло. Для меня эта картина каким-то удивительным образом через личную судьбу одной семьи показывает судьбу целого поколения, наверное, якутян, да? Потому что огромное количество семей как бы отправляло своих родных, своих мужей, сыновей на фронт, да, и многие не возвращались. И одним вот таким вот очень строгим сюжетом, да, и, можно сказать, скромными такими художественными средствами, да, вот это выражена, высказана эта мысль. А как долго вы писали произведение? Ну, не очень долго. Я не помню сколько, но не так долго. И очень интересно, что пришел скульптор Семен Прокопьев и как бы свежим взглядом посмотрел в мастерской, да, Да. на вот этот холст и, можно сказать, вас остановил, да? Да. И вы Ну, не то, что переосмыслили. остановил, а подсказал идею Да. сделать так. Спасибо большое, что вы пришли к нам в музей, что мы с вами смогли побеседовать. Я думаю, что многое узнали нового про произведения, потому что они поднимают очень важные темы для современного человека.